Бывают в жизни моменты, когда в нашей помощи нуждается совершенно посторонний человек, и помощь эту нужно оказать немедленно. Конечно, в первую очередь мы хватаемся за телефон и звоним в скорую или МЧС. Но что делать до прибытия врачей и спасателей? Вот тут-то мы и можем проявить свое умение оказать первую помощь. А где тому научиться? Первая помощь не является медицинской, она оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Оказать ее может любой человек, владеющий соответствующими навыками. Это не специальные знания, но они могут спасти жизнь человека. Существует несколько навыков, которые необходимо знать при оказании первой помощи. Об этом мы сегодня и поговорим. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Каждый из нас должен уметь оказывать хотя бы доврачебную помощь. В опасных, жизнеугрожающих ситуациях грамотность населения – это еще важнее. Надо его не бить вот так по щекам, как некоторые наши умеют. Этого не нужно делать. Сдавить сосуд для того, чтобы, пережав его, мы могли остановить кровь. Не нужно ломать зубы, вытаскивать язык. Дождемся помощи. Если нет возможности померить артериальное давление, то лучше не трогать эти препараты, не понижающие, не повышающие. Представьте, что вы гуляете с друзьями в солнечный день в парке, и вдруг рядом кто-то спотыкается, падает и теряет сознание. Или вы дома, и ваш близкий случайно подавился едой. Что бы вы сделали? Именно здесь знание основ первой помощи становится крайне важным. Первая помощь – это не просто навык, это спасение жизни в чрезвычайных ситуациях, будь то небольшой порез или более серьезная травма. Первая помощь заполняет пробел между началом травмы или болезни и профессиональной медицинской помощью. Каждый из нас должен уметь оказывать хотя бы доврачебную помощь. Что нужно знать? Это признаки жизни. Пульс и дыхание, как это правильно определить и как правильно подойти к человеку, который упал, допустим, перед вами в обморок, что нужно делать, перед тем, как подойти к пострадавшему, как себя обезопасить. Если вас что-то угрожает, естественно, вы не подходите к этому человеку. Еще не каждый сможет подойти, допустим, оказывать тот же доврачебную помощь. Все равно мы не оставляем этого человека одного, вызываем скорую помощь, либо 911, они высылают нужную помощь. Какие-то азы оказания первой медицинской помощи при жизнеугрожающих ситуациях, это, я считаю, и объем небольшой, и доступность должна быть для всех граждан, начиная со школы, чтобы люди умели оказывать первую медицинскую помощь. То есть курортная страна, где отдыхающие часто купаются в море, к сожалению, может быть утопленник, как оказать помощь утопленнику, как оказать помощь, не дай бог, если там поражение электричеством, да, падение с высоты, где чаще сопровождается политравмой, разные ситуации, шоковые состояния. И элементарно просто от того, что может быть жизнь человека оказываться в опасных, жизнеугрожающих ситуациях, конечно, скорая помощь необходима, нужна, но грамотность населения – это еще важнее. Почему важна первая помощь? Чрезвычайные ситуации непредсказуемы. Они могут произойти в любое время, в любом месте и с кем угодно. Понимание важности оказания первой помощи сводится к ее роли в спасении жизней, сокращении времени восстановления и предотвращении осложнений. Помимо того, что первая помощь спасает жизни, она еще снижает тяжесть травм, предотвращает ухудшение ситуации. Существует алгоритм оказания первой помощи при кровотечениях, переломе, ожогах, обмороке, утоплении, солнечном ударе, отравлении, обморожении и переохлаждении. Также есть приемы по проведению искусственного дыхания, непрямой массаж сердца, прием Геймлиха.
Сейчас мы вам покажем, как оказывать первую помощь тому человеку, которому стало плохо, либо в обморок упал, не имеет значения, где бы ни было, на остановке, в общественном транспорте, в общественном месте, как правильно подойти и что нужно делать, как проверить пульс и как проверить дыхание. Прежде чем оказывать доврачебную помощь, либо врачебную помощь, всегда нужно обезопасить себя. Если вам что-то угрожает, не нужно подходить к этому человеку. Лучше вызвать помощь, это 911, спасатели, чтобы они вам помогли, либо 003, это скорая помощь. Перед тем, как оказывать доврачебную либо врачебную помощь, всегда нужно перенести пострадавшего в безопасное место. Кладем его горизонтально. Надо его не бить вот так по щекам, как некоторые наши умеют. Этого не нужно делать. Что мы делаем? Мы делаем вот так, только руками его бьем по плечу и спрашиваем: молодой человек, вы меня слышите? Он вас не услышал. Проверяем пульс и дыхание. Пульс мы всегда проверяем на сонной артерии. Двумя пальцами прижали, проверяем пульс. Не прочувствовали пульс, мы проверяем дыхание. Дыхание проверяется, откидываем голову назад, ухо прикладываем к носу и считаем до 10, это 10 секунд. Если грудная клетка не поднимается, значит нет дыхания, нет пульса, мы начинаем непрямой массаж сердца. Но если есть дыхание, не прощупывается пульс, мы ему даем боковое положение и ждем помощи. Перед тем, как начать непрямой массаж сердца, мы всегда звоним 911 либо 003 и говорим правильный адрес, где мы находимся, объясняем ситуацию, что человек без сознания, не дышит, я начинаю непрямой массаж сердца. Вот. И вы начинаете непрямой массаж сердца. Некоторые думают, что сейчас у всех смартфонов в кармане, они думают, что если приложили зеркало, зеркало потеет, что они увидят, что он дышит. Это неправильно. На улице, где бы он ни был, если это в помещении, да, может, возможно, но на улице всегда из-за ветра вы не почувствуете, что зеркало пропотело. Приподнимаем подбородок, прикладываем ухо к носу и смотрим грудную клетку. Считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет дыхания, нет пульса. Мы начинаем непрямой массаж сердца. Грудная клетка должна приподниматься. Если не приподнимается, вы смотрите на грудную клетку. Грудная клетка, если даже медленно приподнимается, за 10 секунд вы увидите. А если грудная клетка, нет дыхания, не поднимается грудная клетка, нет пульса, значит человеку нужна наша помощь, непрямой массаж сердца. А если приподнимается грудная клетка, есть дыхание, значит пульса нет, просто поворачиваем его на бок, боковое положение, вызываем помощь. Я звоню 911, объяснила адрес, где я нахожусь, и что с пострадавшим, и начинаю непрямой массаж сердца. Обязательно вы должны ровно встать вот в таком положении, руки должны быть вот в таком положении. Где ребра у человека заканчиваются, солнечное сплетение, 2 пальца выше посередине груди мы ставим руки и начинаем непрямой массаж сердца. 30 нажатия и 2 глубоких вдоха. Так в течение полчаса, пока к нам помощь не приехала. Но за это время человек может прийти в себя. Мы его поворачиваем на бок, следим за дыханием и ждем помощи. Непрямой массаж сердца. Как правильно? Руки вот так не должны вы держать руки, вот так не должны. Вы должны всегда вот так в замок. Вот. Я начинаю. Непрямой массаж сердца. Рука у человека пострадавшего одна рука должна лежать между ног, чтобы вам удобно было рядом с ним стоять и делать непрямой массаж сердца. Как мы это делаем? Считаем до 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 нажатий и 2 глубоких вдоха. Но на голое тело, на голый рот мы не вдыхаем. Обязательно должна быть какая-нибудь салфетка, рубашку вы свою, как бы юбку, ну не имеет значения. Платок, не имеет значения, какой-нибудь
ткань должны прикладывать вот сюда. Голову приподнимаем, нос закрываем и вдыхаем. 2 глубоких вдоха делаем. Сделай. И у него поднимется грудная клетка. Вот так держим и 2 глубоких вдоха. Спасибо. Если каждый из нас будет знать, как правильно подойти, что нужно делать хотя бы на тот момент, вы спасете жизнь человека. Но если вы не сможете подойти и оказывать даже доврачебную помощь, мы не подходим, не оставляем человека и ждем помощи. До приезда помощи мы стоим рядом с ним. Если человек упал в обморок, некоторые думают, что человек проглотил язык. Что мы начинаем делать? Вообще, что люди начинают делать? Ломать зубы, вытаскивать язык. Они думают, что это правильно. Это неправильно. Мы делаем как? Кладем его горизонтально, приподнимаем подбородок вот так, вот в таком положении. Если подбородок приподняли и еще ноги приподнимаем в таком положении, никогда человек не задохнется и язык не западет. Вот это нужно знать всем. Даже при эпилепсии люди начинают зубы ломать, язык вытаскивать. Они думают, что они рот открыли, язык вытащили, спасли этим человека. Этого не нужно делать. Нужно всегда приподнимать голову, вот так, откидывать назад. Вот этого достаточно. И ноги приподнимаем, и в таком положении. Доступ свежего воздуха. Раскрываем грудную клетку, допустим, раскрыли рубашку, расстегнули ремень и не толпимся вокруг этого человека. Берет на себя оказание доврачебной либо врачебной помощи 1 человек, но не все 20 человек. Язык человек не может никак западать. Единственное, если неправильно лежит голова, вот в таком положении, доступ воздуха тяжелее. Если вы откинете назад голову, вот этого достаточно. Не померив давление, никаких таблеток мы не даем этому человеку. Может, у него сахарный диабет, сахар поднялся, может, упал. Мы не знаем на тот момент, что с этим человеком произошло. Но если вы его кладете в таком положении, подбородок приподняли, ноги приподнимаем, вы этим спасете человека. И дождемся помощи. Это скорая помощь, либо 911. При попадании пищи или инородных тел в трахею она закупоривается полностью или частично, и человек задыхается. Признаком закупоривания дыхательных путей является отсутствие полноценного дыхания. Если дыхательное горло закупорено не полностью, человек кашляет. Если полностью, держится за горло. В числе других признаков неспособность говорить, посинение кожи лица, взбухание сосудов шеи. Очистку дыхательных путей чаще всего проводят по методу Геймлиха. Встаньте позади пострадавшего, обхватите его руками, сцепив их в замок чуть выше пупка под ребрами. Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. Не сдавливайте грудь пострадавшего. Повторите прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. Если пострадавший потерял сознание и упал, положите его на спину, сядьте ему на бедра и обеими руками надавите на реберные дуги. Для удаления инородных тел из дыхательных путей ребенка необходимо повернуть его на живот и похлопать ему 2-3 раза между лопатками. Будьте осторожны, даже если малыш быстро откашлялся, обратитесь к врачу для медицинского осмотра. Элементарно ребенок проглотил камушек. Это без медицинской помощи. Если это совсем маленький ребенок, хоть низ головой его надо повернуть, по спине постучать, значит, попытаться пальцем в рот залезть. Ну, много нюансов, как это вообще делать, но это вообще доврачебная помощь, значит, которую отдельно по каждым ситуациям надо рассказывать. Утопленнику один вид помощи, там, у кого дыхательные пути перекрылись, другой вид помощи. При повреждениях конечностей лучшим способом остановки кровотечения является жгут.
Техника наложения кровоостанавливающего жгута. Наложите жгут на одежду или мягкую подкладку чуть выше раны. Затяните жгут и проверьте пульсацию сосудов. Кровотечение должно прекратиться, а кожа ниже жгута побледнеть. Наложите повязку на рану. Зарегистрируйте точное время наложения жгута. Надо понимать, что жгут на конечности можно накладывать максимум на 1 час. По истечении этого времени повязку необходимо ослабить на 10-15 минут. При необходимости затянуть вновь, но не более чем на 20 минут. Вот, допустим, когда перелом нет жгута, чем можно перевязать? Любая ткань, любая веревка, любое, чем можно завязать. Для чего это делается? Для того, что нам что нужно? Нам не просто узелок нужен, жгутовый или там тряпочный, извините, да? Нам нужно сдавление, сдавить сосуд. Сдавить сосуд для того, чтобы, пережав его, мы могли остановить кровь. А пережать его, извините, даже элементарно там вот проводкой. Электрической проводкой, шнур какой-нибудь можно взять и завязать. Главное натянуть его хорошо, то есть сдавить. Вот, то есть это дело в том, что когда первую медицинскую помощь оказываешь, доврачебную, оно предполагает именно то, что ты используешь все, что под руки попадется. При ожогах первым делом необходимо устранить действие поражающего фактора – огня, электрического тока, кипятка и так далее. Затем при термических ожогах пораженный участок следует освободить от одежды, аккуратно не отдирая, а обрезая вокруг раны прилипшую ткань. И в целях дезинфекции и обезболивания оросить его водоспиртовым раствором 1 к 1 или водкой. Не используйте масляные мази и жирные кремы. Жиры и масла не уменьшают боль, не дезинфицируют ожог и не способствуют заживлению. После оросите рану холодной водой, наложите стерильную повязку и приложите холод. Кроме того, дайте пострадавшему теплой подсоленной воды. Лучше никаких жиров, никаких масел, никаких, если не знаешь, значит, что делать, как бы ничего не мазать. Холодной водой, чисто, естественно, поливать, она, значит, чуть уменьшит боль, ощущение. И все, что возможно имеется там под рукой, дома, в аптечке, обезболивающее. Вот самое главное, там боль, и от этой ужасной боли болевой шок может наступить. Вот с этим надо бороться, значит, при ожогах и максимально быстро транспортировать. В летний период опасность представляют также солнечные удары. Это расстройство работы головного мозга, вызванные длительным пребыванием на солнце. Симптомы – головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота, рвота. Если пострадавший по-прежнему остается на солнце, у него поднимается температура, появляется одышка, иногда он даже теряет сознание. Поэтому при оказании первой помощи прежде всего необходимо перенести пострадавшего в прохладное место. Затем освободите его от одежды, ослабьте ремень, разуйте, положите ему на голову и шею холодное мокрое полотенце. Дайте понюхать нашатырный спирт. При необходимости сделайте искусственное дыхание. При солнечном ударе пострадавшего необходимо обильно поить прохладной, слегка подсоленной водой. Пить часто, но маленькими глотками. Это что касается солнечного удара. В принципе, при тепловом ударе то же самое, такая же и помощь. Но тепловой удар это чаще в помещениях. Бывает в закрытых помещениях от удушения, от удушающей жары, там, температуры в помещениях, да, может получить тепловой удар человек. Тогда в таких ситуациях, если это помещение можно проветрить, раскрыть насколько можно максимум, или вынести этого человека с этого помещения, естественно, и опять-таки обильное питье, и все такой температурный, комфортный режим создать, и дождаться там медиков, то же самое.
Первая помощь при утоплении. Извлеките пострадавшего из воды. Тонущий человек хватается за все, что попадается под руку. Будьте осторожны. Подплывайте к нему сзади, держите за волосы или подмышки, держа лицо над поверхностью воды. Положите пострадавшего животом на колено, чтобы голова была внизу. Очистите ротовую полость от инородных тел, слизь, рвотная массы, водоросли. Проверьте наличие признаков жизни. При отсутствии пульса и дыхания немедленно приступайте к ИВЛ и непрямому массажу сердца. После восстановления дыхания и сердечной деятельности положите пострадавшего на бок, укройте его и обеспечивайте комфорт до прибытия медиков. А при головной боли не нужно принимать таблетки от давления, не измерив его. Просто брать от того, что болит голова, употребить, допустим, лекарства без назначения, без медиков, можно, скажем, из спазмолитиков. Допустим, спазм снимающий, спазмолгон от головных болей, скажем так, да, вот разного таблетки, которые можно там в аптеке спросить и иметь дома там от головной боли. Спазмолитики любые. Что-то такого рода, да, конечно, можно, если головная боль тяжелая, все да. Но что касается понижающих или повышающих артериальное давление, ни в коем случае нельзя не давать, не употребить самостоятельно, не померив артериальное давление. Если нет возможности померить артериальное давление, то лучше не трогать эти препараты, не понижающие, не повышающие. Опять-таки говорю, можно, да, какой-то комфорт себе создать, опять-таки с спазмолитиками, то есть банальными таблетками, скажем, от головной боли просто. Но не от артериального давления препаратами ни в коем случае. Вот что могу на это сказать. Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Главная цель при таких обстоятельствах – сохранить пострадавшему жизнь до прибытия медработников. Правильно и вовремя принятые меры помогут минимизировать негативные последствия несчастного случая, спасти жизнь и здоровье человека. Поэтому так важна грамотность населения. С этой целью Комитет по образованию, социальной активности и здравоохранению ВАК совместно с МЧС провел ряд тренингов для школьников по оказанию первой медицинской помощи. Мы во всех сельских школах проводили оказание доврачебной помощи с детишками, где дети с удовольствием принимали участие. Каждый из них хотел подойти к манекену, посмотреть, как это правильно делать, дыхание проверить, пульс проверить, как непрямой массаж делать. С удовольствием принимали. Такие проекты должны, я думаю, что существовать и дальше, чтобы продолжались. Это очень необходимо для всех, для нас всех это очень необходимо, я считаю. Я надеюсь, дальше тоже продолжит этот проект во всех школах, во всех организациях. Жизнь непредсказуема. Порой не знаешь, где тебя настигнет несчастье. И главное, чтобы рядом оказался человек, который владеет навыками оказания первой помощи. Конечно, это ответственный момент, и не каждый может собраться и не поддаться панике. Если совсем ничего не знаете, лучше ничего не предпринимать, а вызвать помощь и дождаться ее. В твоей жизни, вот непрофессиональной, тебе когда-нибудь приходилось спасать жизнь? Да, были такие случаи неоднократно. Подросток, который чуть не утонул, ему приходилось оказывать доврачебную помощь до приезда скорой помощи. Это было в санатории ПВО. Благополучно, вовремя оказанной помощи и быстрый приезд скорой помощи мы спасли отдыхающего мальчика. А еще на Брехаловке взрослый человек, приступ эпилепсии. Я знала, как правильно подойти и как правильно его поддержать, пока приступ не пройдет. Еще обморок — это на рынке, цыганка упала в обморок. Я подошла, правильно уложила, правильно приподняла ее ноги, дала
доступ свежего воздуха. До приезда скорой помощи я от нее не отошла. Я работал в Ачимчирском районе, в городе в Ачимчирской центральной районной больнице. Одно из моих дежурств, значит, привозят в больницу багрового черного человека срочно. И что случилось вкратце? Люди отдыхали на пикнике, кушая шашлык, женщина, и слушая анекдот, засмеялась. А на шашлыке хрящик, косточка. От смеха, от потока воздуха этот хрящ залетел ей, значит, в гортань и перекрыло дыхание. Бронхоскопа нету, рентген не работает, а в принципе у меня и времени нету этим всем. Было бы даже воспользоваться, наверное. Человека занесли прямо в перевязочную, уложили на кушетку и прямо на этой кушетке начинаю оказывать помощь простым, элементарным путем. Вот указательным пальцем залез вот просто в полость рта и второй рукой расширителем максимально, как мог, расширял ей вот ротовую полость, челюсть, раскрывал, про себя Богу молился, вот, чтобы я как-то смог ей помочь. И кончиком пальца нащупал что-то. Палец может быть в центре канала. Я быстро принимаю решение сдвинуться в сторону и надавить. Так и получилось. Вдоль стенки надавливаю, и оно у меня вот прям, знаете, у лежачей женщины вот вылетает вот этот кусочек хряща, который вот перекрывал, стоя жизни. В итоге уже почерневшая такая вот женщина, которая лежала у нас в столе, потихоньку начала краснеть, это с багрового на красный, с красного на розового, с розового на бледный, и вот так она тихо-тихо свой цвет настоящий приобрела, и оказывается у нас вот на столе лежит белокурая такая женщина, приезжая из Львова, оказалась врач-хирург в 42-летнем возрасте, приехала отдыхать. К сожалению, такое, наверное, очень редко бывает, чтобы вот так голыми руками можно было помочь, но когда это есть такая возможность голыми руками помочь, то надо уметь знать, что делать и как подходить. Село Тамыш, на заправке останавливаюсь, машину, чтобы заправить. Бежит женщина, помогите, довезите в любую сторону, до ближайшего учреждения. А что случилось? Отец, значит, с сыном проводили культивацию кукурузного поля. Отец с плугом, а мальчик стоял впереди лошади и вел. Овод, муха такая, да, вид такой мухи. Овод залетел в ухо ребенку и ушла туда вглубь, значит, забурилась, скажем так. И в итоге амбулатория, село рядом, быстро 20-граммовый шприц принесли, уложили ребенка, залили несколько капель масла подсолнечного ему в ухо. Значит, от этого, от масла, там этот овод весь вот так скрутился, слипся, и уже он не мог ни дергаться, ни цепляться в ухе. Значит, а следом 20-граммовым шприцом кипяченую теплую воду под напором в ухо резко заливаешь, и этот овод вышел сюда. Почистили ухо, ватку положили и иди домой, дальше ничего. Вот скажите, то, что я сделал, в ухо пару капель масла и шприцом в ухо, да, туда не надо толкаться, но вот так приставив и резко струю запустить, это же наверняка любой может сделать. Для оказания первой доврачебной помощи не нужно иметь медицинское образование, если у вас есть желание. В интернете много информации, а еще можно пройти специальные курсы. Техника оказания первой помощи – это очень важный жизненный навык. Знание основных приемов будет полезным для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий. Помните, зачастую от простых действий зависит спасение человеческой жизни. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!